Алай знаків. Алай, аланські знаки. І аланські. І о, бугори, це все гушуни. А це губа? Це гуш. Єрі. Petroglifik. Dan tabolshna şey bixlayat bu. Qanaqa şey şox. Merkezga معي سوكري نقش يوش مسكوا واس شيبلر حولوا له اقاصص يشي اقاصص Архитектурные памятники Средневековья и исторические места, связанные с гражданской войной в Чечено-Ингушетии. Грозный, 1966 год. Восточной границей распространения башенной культуры надо считать долину реки Шару-Аргуна до слияния ее с рекой Чанты-Аргуном. Эта граница в значительной степени условна, потому что в прошлом веке боевые и жилые башни имелись и восточнее реки Шару-Аргуна, например, в селении Харачой. Северная граница распространения башенной культуры проходит по южной стороне лесной полосы Черных гор. Западной границей распространения этих башен следует считать ущелье реки Терек. Но несомненно, что и башни, воздвигнутые в поселениях по левобережью Терека, селения Ларс, Чми и другие, построенные ингушами, так как еще из русских письменных источников известно, что по обоим берегам реки, при выходе ее из гор, проживали ингуши. Надо отметить и то обстоятельство, что боевые башни, расположенные на территории Горной Осетии, по сути ничем не отличаются от ингушских, и строили их, по-видимому, ингушские мастера. Чеченские предания приписывают постройку башен либо ингушам, либо майстинцам, либо Тейпу-Бавлой. Наибольшая густота башенных построек отмечается в верховьях реки Асы, в особенности в местности Галгайче. Ни в Горной Чечне, ни в Осетии, ни в Хевсуретии, ни в долинах рек Черной и Хевсурской Араквы. Нигде не наблюдается такого скопления башенных сооружений, замков и жилых башен, Гаала, как в этом районе Ингушетии. В одном только небольшом ауле Эрзи боевых башен насчитывалось до 20. Имеется основание считать, что Горная Ингушетия была родиной башенной культуры. Отсюда культура эта, по-видимому, проникла и в Хевсуретию, и в Осетию, и, возможно, в Чечню.